В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. Все события этой недели связаны с 25-летием Дня Победы и независимости Абхазии, который мы отметим уже завтра, 30 сентября. Ветеранские организации, министерства и ведомства, учреждения культуры, учебные заведения участвовали в акциях и мероприятиях, посвященных знаменательной дате. На этой неделе мы отметили 25-й день освобождения Сухума от грузинских оккупантов. О том, как его отпраздновали в нашей столице, напомним прямо сейчас. В день празднования 25-й годовщины освобождения Сухума в городе прошли концерты и выставки. Звучали военно-патриотические песни. А начались мероприятия с Парка Славы, куда пришли тысячи жителей страны, чтобы отдать дань памяти героям, погибшим за свободу Абхазии. Напомним, военная операция по освобождению столицы от войск Госсовета Грузии длилась 11 дней. Весть о том, что город освобожден, многих ветеранов застала на линии фронта, в окопах. Вот как они вспоминают этот день. Начиная с фуникулера, мы шли все, ждали друг друга, поднялись в обезьяний питомник, оттуда через Яштуху спустились на районе вокзала. Оттуда окружили Совмин и освободили город. Дальше еще до Ингури доехать, дойти, освободить полностью, вот это мы думали. Мы встретили день освобождения города в Бирсках, а потом 28-го мы зашли сюда, в Сухум, и дальше поехали, как говорится, до самого конца Ингура. Мы этого дня ждали год, это очень огромное значение имело тогда, это самый радостный день был. 25 лет, как будто вчерашним днем все прошло. Ребят наших вспоминаем. Те 25 лет, которые прошли, мгновенно. После этого уже дети уже семейные стали. Дай Бог, чтобы наша республика расцветала, чтобы то, что было, чтобы не повторилось. В Госфилармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное освобождению Сухума. После официальной части состоялся концерт, на котором звучали песни военных лет и композиции, созданные значительно позже. Хореографические ансамбли продемонстрировали свое мастерство, а зал отвечал артистам бурными аплодисментами. Эффектной постановкой стало выступление барабанщиков на втором этаже концертного зала. В адрес Сухумского городского собрания и всего народа Абхазии поступили поздравления от председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова и из Крыма от главы Совета Симферопольского района Михаила Макеева. От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга и от себя лично сердечно поздравляю вас с 25-й годовщиной освобождения Сухума. 27 сентября 1993 года, после 11-дневной наступательной операции, героические абхазские войска овладели центром города и выдрузили национальный флаг над домом правительства. Древний Сухум, разрушенный, но не покоренный, снова стал столицей Абхазии. А через 3 дня была восстановлена государственная граница по реке Ингур, и освободительная война была победоносно завершена. Всего 2 войны абхазы называют отечественными. С фронтов Великой Отечественной войны не вернулись более 17 тысяч сыновей и дочерей Абхазии. Сотни из них сложили головы при обороне Ленинграда, города-героя. И все мы, ленинградцы, петербуржцы, склоняем голову перед их памятью. Абхазы, сухумцы, защищавшие Ленинград, стали нашей гордостью, но и ленинградцы, оборонявшие Кавказские перевалы, отражавшие налеты на Сухум, остаются благодарной памяти абхазов. Через полвека после той войны на Сухум снова обрушились бомбы, и город подвергся варварской атаке тех, кто отверг право народа на самоопределение, хотел уничтожить свободолюбивую и гордую нацию. И снова сухумцы с оружием в руках поднялись на борьбу за независимость. В неравных и страшных боях отстояли свою свободу. В этой Отечественной войне погибли тысячи абхазов. Нет абхазской семьи, которая не оплакивала бы родных,
павших на полях боя. Вы знаете, что петербуржцы всегда с участием относились к борьбе абхазского народа за свою независимость. Многие из них в 2008 году входили в состав российских сил, которые подставили дружеское плечо абхазам и не допустили новых военных преступлений. Мы приветствовали признание Республики Абхазия Российской Федерацией и последующее подписание лидерами наших стран ряда документов, первое место среди которых занимает договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный президентами Владимиром Путиным и Раулем Хаджимбай 24 ноября 2014 года. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга гордятся тем, что вносят вклад в развитие сотрудничества между нашими странами и их регионами. Меморандум о сотрудничестве с Сухумским городским собранием, который совместно с глубоко уважаемым Константином Эдуардовичем я имел честь подписать в декабре 2016 года, является прочным фундаментом для нашего дружественно-стратегического партнерства, которое отвечает интересам сухумцев и петербуржцев. Склоняя голову перед памятью погибших в Отечественной войне абхазского народа, еще раз поздравляю вас, дорогие наши друзья, с 25-летним юбилеем освобождения Сухума. Мира, спокойствия, синего солнечного неба вам, дорогие жители прекрасной и героической столицы Республики Абхазия. С праздником! От имени депутатов Московской городской думы поздравляю сухумцев и весь народ Абхазии с юбилейной датой – 25-летием со дня освобождения города Сухум. Четверть века назад, 11 сложнейших дней, длилась операция по освобождению Сухума. Она завершилась полным освобождением столицы Абхазии на площади, которая сегодня символично носит название «Площадь Свободы». Благодаря стойкости, мужеству и героизму сухумцев, ополченцев, всего народа Абхазии, который сплотился и выступил единым фронтом против оккупации, сердце республики, город Сухум, продолжает биться и развиваться. Сегодня Сухум – столица успешной и независимой Абхазии. Город живет мирной жизнью, и в этом огромная заслуга всех, кто не оставил любимый город в сложный период, кто защитил свою родину даже ценой собственной жизни. В этот особый день москвичи вместе с жителями Сухума отдают дань памяти погибшим героям и мирным жертвам. Во имя их памяти, во имя будущих поколений мы должны сделать все возможное, чтобы страшные события никогда не повторились. Сейчас перед городом стоит много важных задач по созданию комфортной городской среды, обеспечению всех необходимых условий для благополучной жизни сухумцев. Уверен, что все у вас получится. Искренне желаю праздничного настроения, крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания каждой абхазской семье. С праздником! Дорогие друзья, позвольте мне от имени депутатского корпуса муниципального образования Симферопольский район Республики Крым поздравить вас с праздником, Днем Победы, братского абхазского народа в борьбе за свободу и независимость. Война 92-93 годов стала одной из трагических и в то же время героических страниц в истории абхазского народа. Ценой крови своих лучших сынов и дочерей республика сумела противостоять внешней агрессии, защитить свою свободу, сохранить суверенитет страны. Мы искренне рады, что Республика Абхазия динамично развивается, успешно решает стоящие перед ней проблемы, с уверенностью смотрит в свое достойное будущее. Этот день является символом единства народа Республики Абхазия, который сумел доказать свою волю к свободе и утвердить свое неотъемлемое право на национальное достоинство и лучшее будущее. С праздником, дорогие друзья! Атмосферу праздника усилили рок-концерт ансамбля «Амзара» на площади имени Сергея Багавши и премьерный показ игрового фильма об Отечественной войне народа Абхазии «Никто сегодня не умрет» по мотивам рассказов ветеранов войны, который прошел на набережной Махаджиров у Колоннады. А после фильма зрители еще раз услышали живое исполнение любимых композиций «Песни, рожденные войной». Праздничный салют на Сухумской набережной озарил ночное небо яркими красками. В
преддверии празднования 25-й годовщины со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии в Сухуме прошел съезд победителей, в работе которого принял участие президент Рауль Хаджимба. На съезде был оглашен указ главы государства о награждении медалью за победу всех погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и скончавшихся после войны защитников Родины посмертно. И в первую очередь, согласно указу президента Рауля Хаджимба, награждены посмертно Владислав Ардзанба, Сергей Багапш, Сергей Дбар, Султан Сосналиев, Владимир Аршба, Гиви Агарба и Мушни Хварские. Медали были торжественно вручены их семьям. На съезде также были зачитаны имена всех награжденных медалью за победу посмертно. В этом году медалью за победу будут также награждаться все ветераны войны. Обращаясь к участникам съезда, президент Рауль Хаджимба отметил, что за четверть века Абхазия прошла через сложнейшие испытания, но ни разу народ республики не допускал возможность отказа от достигнутых завоеваний. Теперь самое главное – победив в войне, не проиграть в мирной жизни, подчеркнул президент. Сегодня мы продолжаем думать о войне, или, лучше сказать, о борьбе, но уже на мирном фронте. Победив в войне, мы не должны проиграть мир. Мы должны все как один, объединившись, бороться за безопасность и здоровье нации, экономическое и социальное развитие, укрепление государственности, закон и порядок, международные позиции Абхазии. Кто, если не победители, участники войны, обладают высшим авторитетом в обществе? Кто, если не вы, должны быть движущей силой позитивных изменений? Поэтому на вас, на всех нас лежит колоссальная ответственность за настоящее и будущее нашей страны. Мемориал славы в Сухуме полностью готов к празднованию 25-летия Победы и независимости Апсны в Отечественной войне народа Абхазии. Все реставрационные работы, которые проходили при финансовой поддержке правительства, завершены. Тротуарные плиты вычищены и отшлифованы. Высажены более 600 корней декоративных растений. И главное, заново установлены 20 плит с именами погибших героев. Репортаж Алисы Шамба. 20 плит с именами погибших героев были заменены на новые, более качественные. В их числе и новые 2 плиты, гранит из которого они сделаны, специально завезен из Китая. Все имена героев, отдавших жизнь за нашу Родину, высечены золотыми буквами. Кроме того, общий список дополнен еще на 52 фамилии. Мы оставили один лист, в котором пока оно чистое, потому что более 100 человек, 120-130 человек еще числятся пропавшими без вести. Мы писали только имена тех, кого опознали. Около месяца мы очень плотно занимались этим списком. В итоге сегодня вписано, установлены имена, фамилии 1710 человек. Наведен порядок и вокруг парка славы. Вдоль улицы Айтгалара красуются пока еще небольшие слоновые пальмы. А в самом парке раскинули свои ветви пальмы карликовые. Сосны, кипарисы, карликовые ели, осман душистый, а из цветов барбарис, саговник и азалии цветущие обещают порадовать своим великолепием всех жителей и гостей республики в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Каждый день работники коммунальных служб города работают, не покладая рук. Вычищают гранитные плиты до блеска, отмывают всю площадь мемориала от строительной пыли. Здесь, кроме этих камней, был произведен ремонт всей площади, отшлифовано все это было. Вот вы видите, до сих пор идет, моют от пыли, от грязи. Были камни вот тех, которые опознали имена, фамилии, тоже камни вписаны, и трава по новой посадили. Под руководством покойного бывшего премьера озеленение произошло. Весь парк славы приобретает тот вид, надлежащий. Таким образом, символ мужества и бессмертного подвига защитников Отечества, мемориал боевой славы в Сухуме ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии полностью обновлен и готов к встрече многочисленных гостей, которые приедут разделить с нами радость победы. Алиса Шамба, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
В Сухуми на площади Свободы прошла генеральная репетиция военного парада, который состоится 30 сентября в День Победы. В парадных расчетах прошли военнослужащие всех родов войск. Была также задействована военная техника и авиация. На генеральной репетиции присутствовал президент Рауль Хаджимба. В параде примут участие около 1500 человек. Тренировки начались 4 месяца назад. А генеральная репетиция – это практически сам парад. Пешие расчеты прошли по площади синхронно и слаженно, и это хороший результат ежедневных репетиций. 30 сентября в параде примут участие военнослужащие частей и подразделений Министерства обороны Абхазии и пограничные войска ФСБ России в Абхазии, а также и служащие 7-й российской военной базы. Кроме того, в День Победы стройным шагом по площади Свободы пройдут военнослужащие из Южной Осетии, подразделения казаков, принимавших участие в Отечественной войне народа Абхазии. В военном параде в честь 25-й годовщины Дня Победы и независимости Абхазии будут задействованы 119 единиц военной техники и авиации, танки, боевые машины пехоты, вертолеты, самолеты и многое другое. Юбилейные даты всегда повод для осмысления пройденного пути, для подведения итогов. О том, как удалось народу Абхазии отстоять право быть свободным, каких значимых достижений удалось добиться, а что мы, возможно, упустили. Об этом мы поговорим с нашим гостем, доктором исторических наук Теймуразом Ачугба. Здравствуйте, Теймураз Алиевич. Здравствуйте. Теймураз Алиевич, завтра мы будем отмечать 25 лет со Дня Победы и независимости Абхазии. За это время, за четверть века, были и взлеты, были и падения у нашей страны. Выросло целое поколение. Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба как-то сказал, что самое страшное у нас позади, а вот самое трудное еще впереди. Как вы оценили бы вот этот 25-летний период независимости нашей страны? Как она развивалась, на ваш взгляд? Действительно, 25 лет – это немало времени, но и немного времени вместе с тем. Я в первую очередь хотел бы поздравить наш народ, наших ветеранов, включая добровольцев, наших друзей, всех, кто поддерживал нас и поддерживает в этой непростой жизни, как говорится. И я хотел пожелать, чтобы мир, счастье, радости, чтобы был на нашей земле и во всем мире. Что касается этого отрезка времени нашей истории, этот отрезок очень сложный. Война нам оставила такие воспоминания, которые никогда не уйдут с нашей памяти, как тысячи людей погибших, раненых, сотни людей без вести пропавших, очень много людей, которые пострадали от того, что были сожжены дома, квартиры, села. Вот по данным специальной комиссии правительства Республики Абхазия в 1994 году было выявлено, что 17 200 домов и квартир были сожжены. Около 8500 домов и квартир, которые необходимо было восстанавливать. Конечно, были сложные времена, и эти времена, конечно, отразились в нашей жизни. Но этим войной, как говорится, все не закончилось. После войны мы оказались в блокаде. Как экономической блокаде, так и информационной блокаде. Наша вина, конечно, в кавычках, заключалась в том, что мы боролись за свободу и независимость. Кроме блокады, Грузия развернула диверсионно-террористическую войну против Республики Абхазия. Каждый день погибали наши ребята и на границе, и в городе Сухум. Были такие факты на железной дороге и так далее, и так далее.
Вместе с тем наш народ выстоял, несмотря на эти и другие сложности. Так что этот период сложный, вместе с тем, я бы сказал, героический, потому что в такой ситуации, как во время войны, скажем, 17% населения остается фактически один и ведет борьбу за независимость. Это была вынужденная мера. И после войны, к сожалению, часть населения, которая проживала здесь, воевала против Республики Абхазия. Вот возьмем грузинское население. Их было около, по данным переписи 1989 года, грузинское население в Абхазии составляло 45,7%. Большинство из них воевало против нас. Ну, проблема беженцев, проблема ухода вот этих людей с территории Абхазии до сих пор ставится в вину нашей стране. Вот как вот в таких условиях, когда здесь, с одной стороны, экономические трудности, политическая блокада, даже потом с признанием независимости, все равно эти вопросы открыты, они открыты до сих пор. Как вы считаете, вот в этих условиях, насколько вообще может страна развиваться? Вся война показала, все документы, которые так получилось, что грузинские войска, которые отсюда убежали, они все документы оставили здесь. 99% военнослужащих были жителями Республики Абхазия. И которые воевали против кого? Против абхазов. Вот именно против абхазов. И против представителей других народов, которые поддерживали абхазов. Так что после того, как они отсюда ушли, никто их не выгонял, кстати. После войны, вот когда война завершилась, еще до ввода наших войск на эти оккупированные территории, они оставили эти территории, сами ушли, потому что знали о своих грехах, как говорится, да? И они знали, что их будут судить, их будут наказывать там, и так далее. И они оставили свои дома, ушли. А вот что касается возвращения беженцев, о чем они говорят. Возвращение беженцев – это одна из форм для восстановления так называемой территориальной целостности Грузии. Если население сюда вернется, их было около 240-250 тысяч до войны. Если вернется в Абхазию, это считайте, что проблема решена. Это, конечно, новая война, внутренняя война, и, естественно, Грузия будет помогать, Тбилиси будет помогать. Так что возвращение этих людей ни в коем случае нельзя. Так что о возвращении, кстати говоря, вот о нашем этом отрезке времени определенная работа проводилась нашим правительством, нашим парламентом, были приняты специальные постановления по этому поводу. Но я думаю, что наши ведомства, именно что касается Министерства иностранных дел, оно должно ставить очень четко, ясно перед мировым сообществом на разных площадках о том, что этих людей возвращать нельзя. Возвращение этих людей означает возобновление новой войны. А что касается ущерба, тоже необходимо поставить вопрос. Конечно, мы должны работать более активно. Я сейчас не говорю о том, что только Министерство иностранных дел может эти вопросы решать, но и все правительства, парламент, ученые сообщества. Мы должны подключиться, эксперты должны подключиться, чтобы показать, что действительно эта война была направлена на уничтожение абхазского этноса, и здесь активное участие принимали так называемые беженцы или потомки этих беженцев. Тимураз Алиевич, давайте мы все-таки поговорим о тех достижениях, скажем так, которые были сделаны, и, возможно, о тех упущениях, которые допущены. Да, действительно, несмотря на то, что мы находились в блокаде, мы находились в очень сложной ситуации, наше правительство во главе Владислава Григорьевича Ардзимба сделало очень многое. Что стоит принятие заявления
о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта, который был принят 4 апреля 1994 года. Война не закончилась. Не только тогда, сегодня тоже война идет. Ну, в другой форме, но идет все равно с Грузией война. И вот документ принимается, там ставят подписи свои представители Грузии, Абхазии, ОБСЕ, ООН, присутствует генеральный секретарь на этом заседании, министр иностранных дел Российской Федерации. Принимается документ, где говорится о том, что фактически к этому времени были прерваны государственно-правовые отношения между Грузией и Абхазией. То есть Грузия отдельное государство, фиксируется здесь, а Абхазия отдельное государство. И Абхазия, значит, выходит как сторона конфликта. Это, я думаю, что очень большое достижение. После этого следует другой документ, который был принят 14-го, вернее, два документа были приняты в мае месяце, 14 мая, где говорилось о том, что прекратить боевые действия и разъединить противоборствующие стороны и ввести миротворческие силы между значит, вооруженными силами Республики Абхазия и Республики Грузия. Большим достижением, считаю, это не только я считаю, это так и есть, принятие новой Конституции. Новой, свободной, независимой Конституции. Это было 26 ноября 1994 года, где говорится о том, что Республика Абхазия является суверенным государством, демократическим правами, субъектом международного права. Большим достижением можно считать также принятие другие документы, и особенно акт о государственной независимости Абхазии, который был принят после референдума 3 октября 1997 года, а акт независимости был принят 12 октября 1999 года. Кстати, в Конституции слова независимости нету, есть суверенитет. Суверенитет бывает разные формы. Независимости не было, чтобы не дать повода для возобновления новой войны. Ну, большим достижением я считаю, что вот принятие ряд документов, в том числе закон о репатриантах. Вот наш народ разбросан по всему миру, и наш народ должен вернуться к себе на родину. А каким образом, если у нас не будет соответствующие правовые акты? И очень большим важным документом, я считаю, именно вот тот, что касается репатриации, тот пункт закона, конституционного закона о гражданстве Республики Абхазия, где говорится о том, что все абхазы Абаза, где бы они ни родились, где бы они ни проживали, они уже являются гражданами Республики Абхазия. Это была мечта нашего народа, столетняя мечта, еще даже больше. И вот мы такой документ приняли. Большим достижением считаю, конечно, не только я считаю, это так и есть, что мы могли победить в локальных военных действиях. Это и в 1994 году, и в 1998 году майские события, когда были в Гарском районе, и в Кодорском ущелье, и, конечно, освобождение Кодорского ущелья в 2008 году, и признание независимости Республики Абхазия Великой России. Это уже новый этап в истории независимого государства. После этого, мы все хорошо знаем, ряд государств пошли на это, признали независимость, и несколько дней назад Сирийская республика, где проживает большая диаспора абхазо-адыгского народа, а Сирия тоже признала независимость Республики Абхазия. Так что достижения, конечно, есть. Что касается каких-то неудач, скажем, да, конечно, эти тоже есть у нас. Я хотел бы, чтобы мы больше внимания обратили бы репатриации.
Репатриация, то, что часть народа, которая вернулась, это очень малая часть. Я бы хотел, чтобы они вернулись больше. Чтобы мы укрепили свои связи с нашей диаспорой, чтобы укрепили связи, а также с абхазо-адыгскими народами Северного Кавказа, которые во время войны, это на совсем другом уровне было, после этого мы как-то успокоились, может, они тоже успокоились, но я думаю, что эти вопросы надо решать, эти вопросы надо обязательно направить на нужное русло. Что касается упущений, мы часто слышим, и это нас очень беспокоит, такие проблемы, как наркомания, такие проблемы, как дорожно-транспортные происшествия, когда наши, особенно молодые ребята, погибают. Это очень беспокоит. А также, знаете, как вот мы во время войны были как один кулак. Мы были вместе. Если этого не было бы, никто не пришел бы к нам на помощь. И мы, конечно, эту войну не могли бы выиграть, если мы вместе не были. А вот после этого, особенно вот в начале 2000 года, и так получается, что мы иногда, вот наши граждане, иногда не различают демократию от, скажем, такого вольного действия, когда нарушают законы. Этого нельзя допустить. Мы должны прислушиваться, значит, и соблюдать нашу конституцию, наши законы. Государство – это есть законы, в первую очередь. Если законы соблюдаться не будет, об успехе государства ни в коем случае нельзя говорить. И, например, очень много говорят о коррупции. Да? Правда, никого еще не арестовали, я насколько знаю, за коррупцию, но все говорят об этом. Если это так, то надо принимать меры, чтобы этого не было. Я не говорю, что полностью можно искоренить, но взяточничество и коррупция это убивает, государство убивает. Вот когда мы говорим об абхазском государстве, я не потому, что я этнограф, и не потому, что я потомок махаджиров, не поэтому. Я как абхаз, я убежден в том, что абхазский народ может развиваться, абхазская культура, абхазский язык может развиваться только лишь в абхазском государстве. Война шла для того, чтобы стереть с лица земли абхазскую этническую идентичность. Вот эту идентичность мы можем развивать здесь, только в абхазском государстве. Конечно, мы должны найти общий язык, мы должны и спорить, и так далее, но чтобы мы цивилизованно проводили все эти мероприятия, которые ожидаются перед в будущем году и дальнейшем, и так далее, и так далее. Тимур Азалиевич, спасибо вам большое за интервью. Я поздравляю вас с наступающим праздником, Днем Победы и независимости Абхазии. Спасибо. На этой неделе имели место и события, которые в дальнейшем существенно повлияют на социально-экономическую сферу. 26 сентября в Гагре состоялась торжественная церемония открытия электроподстанции «Гагра-1», которая была полностью реконструирована за счет средств российской инвестпрограммы. В церемонии открытия приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба и чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин. «Гагра-1» питает основные узлы города. Перебои в подаче электроэнергии в основном происходили из-за больших нагрузок, которые сети не выдерживали из-за изношенности оборудования на подстанции. Эта подстанция дает возможность увеличить мощность той части города, которая питается от этой подстанции. Каждый потребитель, наверное, понимает, что для того, чтобы до него довести эту электроэнергию, проходит огромное количество электроустановок. Но что касается непосредственно этой подстанции, здесь вы видите современное оборудование,
качественно проведенные работы, и все те отключения, которые были связаны непосредственно с подстанционным оборудованием или с невозможностью выдать дополнительную мощность, они на сегодняшний день локализованы и решены. Правительство Абхазии утвердило программу «Жилище-2021» по оказанию оперативной адресной помощи нуждающимся в жилье. Соответствующее постановление принято на заседании Кабинета министров 28 сентября. Реализация основного этапа программы была намечена на 2019-2021 годы. Это среднесрочный проект. И впервые в условиях Абхазии применяется механизм, который, между прочим, был разработан с учетом соблюдения интересов как лиц, которые будут обращаться за помощью в государство, так и интересов самого государства. Эта целевая программа предполагает выделение средств и частичное возмещение этих средств обратно в бюджет на протяжении длительного периода времени. Итого у нас будет аккумулирование. То есть государство предоставляет средства именно нуждающемуся лицу, и именно это лицо, уже обладая собственностью на жилье, его вопрос в принципе концептуально уже решен, на протяжении длительного периода времени, который будет установлен в соглашении, компенсирует частично. Такого механизма у нас в Абхазии не было. Учитывая, что у нас банковский сектор как таковой в принципе не работает на содействие лицам в приобретении жилья. У нас нет такого понятия в принципе как ипотека. У нас законодательно достаточно, к сожалению, много пробелов, которые нужно будет нам, наверное, впоследствии решать. Поэтому, мне кажется, тот механизм, который мы сейчас обсуждаем, он наиболее оптимален и наиболее приемлем. На празднование 25-летия Победы и независимости Абхазии в республику приезжают многочисленные гости. Среди них добровольцы, которые с оружием в руках защищали Абхазию, политики и общественные деятели из разных стран. В эти дни в республику также поступают многочисленные поздравления с Днем Победы и независимости. Президента Абхазии Рауля Хаджиба поздравил с Днем Победы и независимости его российский коллега Владимир Путин. За годы, прошедшие со времени провозглашения независимости, Абхазия добилась существенных успехов в социально-экономическом развитии, построении государственных институтов и обеспечении национальной безопасности. Хотел бы подтвердить, что Россия будет и далее оказывать всемирное содействие властям и народу республики в решении стоящих перед ними задач, отметил в частности в своем поздравлении Владимир Путин. На празднование Дня Победы и независимости в республику приехали многочисленные делегации из дружественных с Абхазией стран. В администрации президента состоялся ряд официальных встреч. Рауль Хаджиба встретился с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, министром иностранных дел Республики Арцах Масисом Майляном, советником главы Ингушетии Зурабом Маршан и с членами делегации из Приднестровья. Репортаж Ирины Аршба. Абхазов и осетин связывает многовековая общая история. И сегодня наше государство интенсивно выстраивают отношения по разным направлениям экономического и социального сотрудничества, что, безусловно, радует, отметил Рауль Хаджиба, приветствуя дорогого гостя, президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Наши государства интенсивно пытаются выстраивать отношения экономического, социального характера. И, несомненно, результаты есть, и они очевидны. И наши отношения должны развиваться. Важно, чтобы наши народы, как и прежние годы, были бы вместе. Анатолий Бибилов поздравил Рауля Хаджиба с 25-летием Победы в Отечественной войне и подчеркнул, что рад встретить этот праздник с народом Абхазии. Мы фактически, как близнецы-братья, идем на нашем историческом пути. Вместе мы только-только отпраздновали 10 лет признания наших республик Российской Федерации. Вместе мы радовались тому, что очередная победа на дипломатическом фронте признания Сирийской Арабской Республики. Все эти радости у нас общие, все горести у нас общие. Поэтому, конечно, искренне еще раз благодарю за приглашение и искренне поздравляю от имени всего народа Республики Южная Осетия вот с этим знаменательным праздником. Затем состоялась встреча президентов двух стран в расширенном составе. С абхазской стороны во встрече участвовали спикер Народного собрания Валерий Кварчия, руководитель администрации президента Беслан Барцыц, премьер-министр Валерий Буганба, министр иностранных дел Даур Ковы, министр внутренних дел Гарри Аршба, замминистра обороны Беслан Свижба. С юго-осетинской стороны секретарь Совета безопасности Валерий Валиев, министр иностранных дел Дмитрий Медоев, министр обороны Ибрагим Гассиев, министр внутренних дел Игорь Наниев, депутат парламента Владимир
Владимир Келихсаев. Как было отмечено в ходе встречи, братские дружественные отношения, которые складывались между республиками на протяжении веков, необходимо продолжать и развивать, чтобы последующие поколения также твердо стояли на завоеванных позициях. У нас с вами не только много общего, но и есть те направления деятельности, которые мы с вами решаем вместе, делаем практически много для того, чтобы наши государства состоялись. Буквально недавно произошло событие, которое важно для обоих государств и в целом для всего международного сообщества, признание Сирийской Арабской Республикой. И эти шаги должны быть большими, и наше совместное сотрудничество в этом направлении, думаю, принесет очередные результаты, положительные результаты. И то развитие, которое есть и в Южной Осетии, и в Абхазии, свидетельствует о том, что ни на минуту не прекращались наши взаимодействия с российской стороной, которая способствует становлению наших государств. Но и неоднократно мы говорим, нужно делать все для того, чтобы и рассчитывать на свои собственные возможности, которые позволят нам в большинстве случаев потом решать самостоятельно многие задачи, которые стоят перед нашими народами. Победа абхазского народа. Мы считаем, что это победа всех нас перед злом, которое одинаково стояло перед абхазским народом и перед осетинским народом. Я думаю, что эти отношения, которые сложились сегодня между нашими государствами, между нами лично, это говорит о том, что исторический период наши народы жили в братстве, оно продолжается, и я уверен, убежден, что будет продолжаться и передаваться нашим будущим поколениям. Рауль Хаджимба принял делегацию Республики Арцах, возглавляемую министром иностранных дел Масисом Майляном. Приветствуя гостей, президент отметил, что Абхазии важно укреплять взаимоотношения с Нагорно-Карабахской республикой, и в этой связи есть что обсудить. Масис Майлян поздравил Рауля Хаджимба с Днем Победы и передал главе государства поздравительный адрес президента республики Баако Саакяна. Как подчеркнул Масис Майлян, между министерствами иностранных дел двух республик налажены тесные контакты. На самом деле у нас очень теплые отношения на уровне Министерства иностранных дел. Мы активно контактируем. Несколько месяцев назад буквально Дауру Владимирович был у нас в делегации. У нас есть некоторые рабочие идеи, которые уже получили политическую поддержку со стороны президента нашей республики. И, надеюсь, с вашей стороны тоже нет никаких препятствий для реализации. Речь идет о введении института почетных консулов. Что касается института почетных консулов, мы поддержим, и мы будем вот с этого хотя бы этапа решать уже более глобальные вопросы. Принимая делегацию Приднестровской Молдавской республики во главе с председателем Верховного Совета ПМР Александром Щерба, Рауль Хаджимба отметил, что Абхазия строит государство после тяжелейшей войны и экономической блокады. Активную роль в этом и большую помощь молодому абхазскому государству оказывает Российская Федерация. При этом в Абхазии понимают важность самостоятельного развития и выстраивания отношений с другими дружественными государствами и Приднестровье в их числе. Александр Щерба поблагодарил Рауля Хаджимба за теплый прием и преподнес президенту памятные подарки. Рауль Хаджимба также принял советника главы Республики Ингушетия Зураба Маршан, который передал президенту поздравительный адрес Янузбека Евкурова, а также преподнес в дар редкую картину от ингушских мастериц. Ирина Аршбар, Туркаландия, Абхазское телевидение. В дни празднования 25-летия Победы и независимости в Гагру приехали матери погибших добровольцев из республик Северного Кавказа. Ежегодно с 1998 года, согласно правительственной программе, в преддверии Дня Победы на отдых в Абхазию приезжают семьи погибших добровольцев из Северного Кавказа. О том, сколько гостей приехали в этот раз и как проходит их отдых, расскажут наши коллеги из Гагра ТВ. В эти дни в корпусе Апсны отдыхают около 150 гостей из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной и Южной Осетии, Чечни, Ингушетии.
Принимать родственников добровольцев – это большая честь, так как их сыны протянули нам братскую руку помощи, когда Абхазия была на грани жизни и смерти. Администрация города Пицунда и объединение пансионатов-курорта Пицунда делают все возможное для комфортного отдыха, приглашают их на различные памятные мероприятия, организовывают встречи, посвященные 25-летию Победы. Как и каждый год, родственников добровольцев сопровождает доктор филологических наук, работник штаба Конфедерации горских народов Кавказа, созданный в Гудауте в 1992 году Лили Хагба. Отдых родственников добровольцев основан в 1998 году. Их впервые привезли сюда, тогда их было человек 60. Вот эта идея великого Владислава Григорьевича, он сказал и все время говорил, и во время войны говорил, что они нам братья, те, которые приехали, не щадя свое здоровье, свое будущее, свою жизнь, приехали за нас погибать, и мы здесь должны создать для них всевозможный уют, насколько это возможно. Мы должны знать, что те, которые пришли, стали рядом, когда нам было очень плохо, их забывать нельзя. Это наше руководство нашей страны не забывает, правительство не забывает, и везде, где они бывают, их принимают радушно. Гости с Северного Кавказа выражают благодарность правительству Абхазии, а также руководству города Пицунда и объединению пансионатов курорта за оказанное внимание. Среди родственников добровольцев есть матери погибших, вдовы и сестры. Республика Апсны отмечает День Победы, 25-летие. Это очень хорошая дата. Я представляю Кабардино-Балкарию. У меня здесь погиб младший сын Аслан Ашгириев. Также здесь воевал и старший Анзор. Наши народы сроднили наши дети. И ваша радость мы полностью разделяем. Нам очень хочется, чтобы республика процветала, чтобы был мир над землей, чтобы ваши дети росли, не зная войн. К нам здесь очень хорошо относятся. Куда бы мы ни пошли, даже люди, которые вообще не имеют отношения к тем местам, где мы отдыхаем, жители, все, узнавая, что мы приехали из Нальчика, и также и другие республики, откуда приехали матеря, к нам относятся с любовью, с уважением. Это очень тепло отзывается в наших душах. Я приехала с Адыгеи, представляю семью Адама Хуаде. Я его вдова, со мной приехала старшая сестра Адама. Здесь мы находимся уже третий раз. Отношение очень доброжелательное, сверхдоброжелательное даже. Вот это волшебное слово «родственник-добровольца» – это уже как бы пропуск во все и вся. Конечно, и водят нас на все мероприятия. Нет у нас здесь возможности скучать. Спасибо большое. Хотелось бы пожелать народу Абхазии мира. В первую очередь потому, что наши мужья, сыновья пришли и сюда именно за тем, чтобы здесь был мир, чтобы все сложилось так, как хочет народ Абхазии. У меня брат младший, самый младший, погиб здесь за освобождение Абхазии. Он воевал в Вещере. Я благодарю абхазскому народу, что мы стали как братья. И не забывают моего младшего маленького брата. Очень благодарю всех, и президента, и народ здесь, который есть. Не забывают их. Уже 25 лет скоро. И они очень хорошо относятся, хорошо принимают нас. Мы не как гости, а как братья народа Абхазии. Для гостей также организовываются экскурсии по достопримечательным местам Абхазии.
Сегодня, накануне Дня Победы, состоялась церемония возложения цветов к могиле Сергея Багапша в его родном селе Джгиарда Ачимчирского района. Спикер Народного собрания Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, депутаты парламента, ветераны, школьники пришли поклониться памяти второго президента Абхазии Сергея Багапша. Сегодня в Ачимчире состоялось торжественное открытие памятника погибшим. В церемонии принял участие президент Рауль Хаджимба. Ехя в Ачимчира районача имя пусует и налукаша ахтусту. Акала кевта ярду запсат гилска акузсас ацейтша зервагаква рыхц акамыршра еску абака. И бзиен издырует. Шаха сирымыз. Яхыцсакваз. Ариабака ахыркшара район авапсыра. Анапхгара. Айбачра ветеранша. Анаджа, Абаджа, Зиги Ахтахун, Уи Аяйрамш, Алам Талазы, Ярдхарц. Ишиш Буевш, а проект Нагдзоу. Уи Наунагдзе, символ Разнавой, Хайбачша Гумшафа, Рефархатара, Хапсадгел Ахапитразы и Пщо Хакпара. Сразу после событий недели смотрите расширенные репортажи из Джгиарды и Ачимчиры. А теперь напомним о торжественных и праздничных мероприятиях в День Победы и независимости Абхазии. В 9 утра начнется церемония возложения цветов к мемориалу первому президенту Абхазии Владиславу Ардзенба в селе Нижняя Ишера, а в 10 часов к мемориалу в парке Славы в Сухуме. В 10:30 на площади Свободы пройдет торжественное прохождение ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. В 11 утра там же на площади Свободы состоится военный парад. В 12:30 по площади Свободы пройдут участники акции «Бессмертный полк». В 15:00 на набережной Махаджиров у колоннады начнется праздничный концерт, организованный администрацией Сухума. В 16:30 на площади у драмтеатра состоится праздничное мероприятие, организованное Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом. Но на этом праздничные мероприятия не завершаются. В 20:00 на стадионе «Динамо» в Сухуме пройдет красочное, зажигательное, музыкально-танцевальное представление, посвященное Дню Победы и независимости Абхазии. Финальным аккордом дня станет праздничный салют. Жители и гости столицы смогут его увидеть в 21:30. На этом наш эфир подошел к концу. Мы поздравляем всех с наступающим праздником. Всего доброго и до встречи в эфире.